Здравствуйте, вы смотрите программу «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. На начало сентября завершена доставка строительных материалов, пострадавшие от паводка села Верхоянского района Якутии. Для проведения аварийно-восстановительных работ всего доставлено 125 тонн грузов. Также завершается арктическая навигация. Водным транспортом в прибрежные районы Якутии должны были завезти более 1,5 тонн различных грузов. Как завершается навигационный период северного завоза, расскажет гость студии Никита Павлов, заместитель председателя Госкомитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики. Никита Александрович, здравствуйте. Добрый день. Расскажите, сколько же грузов уже от плана завезено по рекам Якутии и в том числе в арктическую зону? Всего план завоза жизнеобеспечивающих грузов в этом году составляет 1 миллион 262 тысячи тонн. На сегодняшний день отгружено 1 миллион 76 тысяч тонн. Доставлено 972 тысячи тонн. На арктические реки план завоза составляет в этом году 348 тысяч тонн. Доставлено до пунктов назначения 236 тысяч тонн. На сегодняшний день мы идем с опережением по сравнению с прошлым годом. Это благодаря оперативной работе нашего комитета и всех участников, жизнеобеспечивающих грузов участников. Ну, это действительно отрадно слышать. Скажите, а когда же планируется завершение завоза жизнеобеспечивающих грузов? Завоз грузов в период навигации длится до 30 сентября. При необходимости будет продляться арктическая навигация на несколько дней для определенных судов. На реке Лена навигация осуществляется до 15 октября. В это время судоходные компании уже завершают завоз жизнеобеспечивающих грузов и уже идут на плановый отстой согласно утвержденных планов работы. Никита Александрович, вы сами отметили, и я повторюсь за вами, что навигация уже близится к своему завершению. Какие направления оказались самыми проблемными за компанию и как удалось преодолеть трудности? Самыми основными проблемными вопросами на протяжении уже нескольких лет это является гарантированная добыча угольной продукции в угольном разрезе Джибари-Кихая. Наблюдаются проблемные моменты в части выполнения плановых объемов. Правительством республики было принято решение о замещении порядка 95 тысяч тонн угля в этом году. Также в начале навигации прогнозировались сложные судоходные условия на реке Вилюй, но благодаря слаженной работе перевозчиков, заказчиков, а также вовремя осуществленных судоходных попусков с Вилюйского водохранилища успешно завершили навигацию на реке Вилюй. Напомню о том, что в этом году план составлял 80 тысяч тонн, план выполнен на 100% в этом году. А по другим рекам возникали проблемы? В Амге у нас маловодье было, но также благодаря оперативной работе у нас часть угля, которая запланирована была, мы заместили на с других угольных разрезов и уже будут перенаправлены уже автозимниками. За короткое время регион необходимо обеспечить всем необходимым. Удалось ли реализовать все планы по завозу социально значимых товаров? Всего план СЗПТ в этом году составляет 4300 тонн. На сегодняшний день уже отгружено 3300 тонн. Завоз, основной объем будет, продовольствие, сельхозпродукция будет завозиться судном Михаил Мальчиков, это по направлению Дигирка. На реку Колыма будут работать 2 судна, это у нас Магдебург и СТК-10-12. Завоз продовольствия – одна из приоритетных задач правительства Республики Саха-Якутия, и он идет в штатном режиме на сегодняшний день. Скажите, но также и одним из главных вопросов жизнедеятельности остается завоз топлива. Какие угольные разрезы обеспечивают топливом Якутскую Арктику? Основной объем каменного угля осуществляется с угольных разрезов Джибари-Кихая, Зырянского угольного разреза,
Также по Северному морскому пути осуществляется доставка каменного угля с Хакасии. Это для нужд энергетиков на реку Яна. Также впервые в эту навигацию будет осуществляться доставка с угольного разреза Сангар. Это на реку Яна будет у нас осуществляться. Но Республика Хакасия находится на таком внушительном расстоянии от нас. Эта компания оправдана? Оправданная, потому что у нас, я еще раз напомню о том, что у нас с Джибарики у нас ежегодные проблемы по добыче, и это согласованная мера, которая вопрос был решен на межведомственной комиссии, правительственной комиссии. А какого характера возникают проблемы на месторождении Джибарики-Хая? Там у нас в основном это поломка горнодобывающей техники. И вот, как вы наблюдаете, в последнее время у нас очень дождливая погода. Это у нас наливными водами, которые наполняют разрез. Ну и идет большой объем работы по откачке воды. Это ввиду с проливными дождями, которые у нас сейчас в последние месяцы идут в этом районе. Сейчас планируется завоз 2023 года. Скажите, какой ожидается будущая навигация, к чему следует быть готовым? Ну, навигация каждый раз проходит по-разному. Если в прошлом году это были задымленность на среднем течении реки Лена и на реке Алдан, то в этом году были определенные сложности с реками Вилюй и Амга. В следующем году, как и в этом, ожидается сложная ситуация по добыче продукции в угольном разрезе Джибарики-Хая. По реке Вилюй ожидается относительно стабильная ситуация, но при этом данное направление остается на особом контроле правительства Республики Саха-Якутия. Никита Александрович, скажите, а вот на особом контроле наверняка остаются и Верхоянский, Кобяйский районы, которые этим летом оказались подтоплены в случае дождевого паводка. Как прошла кампания по завозу грузов, социально значимых товаров и топлива туда? Правительство ежедневно мониторило данный вопрос. Были задействованы при решении комиссии чрезвычайным ситуациям, были задействованы вертолет Ми-26. В общем, было произведено 9 вылетов. Это в общем объеме 120 тонн социально значимых грузов. Это стройматериалы для восстановительных работ. Вот так вот. Тогда давайте поговорим и о зимних перевозках, которые начнутся тоже, ну не сказать, что в самое ближайшее время, но тем не менее. Какой объем грузов предстоит перевезти до получателей? Перевозка жизнеобеспечивающих грузов по сезонным автомобильным дорогам в зимний период начинается с конца ноября. До этого момента идет согласование примерных графиков открытий зимников, накопление топливно-энергетических ресурсов и договорная кампания у предприятий. Ежегодный плановый объем составляет порядка 800 тысяч тонн. Это у нас СЗПТ, уголь и нефть. Водным транспортом завозится основной объем до населенных пунктов. Далее из них направляется зимним автомобильным транспортом до отдаленных и труднодоступных населенных пунктов. Никита Александрович, также недавно было совещание у председателя правительства по завозу грузов. Скажите, какие вопросы обсуждались там? Вопросы обсуждались самые, которые имеют критику. Это у нас тоже по Джибарики-Хая и логистика всех судов, где находятся, в каком определенном моменте они находятся, да, для решения. Также вот мы рассказали по СЗПТ, который у нас идет, да, вот 3 судна, их движение, загрузка их, отгрузка и плановые доставки, какой период у нас будет доставлен социально значимые продовольственные товары для арктических населенных пунктов, районов. Давайте вернемся к месторождению Джибарики-Хая, потому что возникают вопросы по этому месторождению. Планируется ли рассматривать его как потенциальное месторождение, несмотря на сейчас нынешние проблемы, которые возникают? Правительство Республики Саха-Якутия уже дано задача нашему комитету о том, чтобы совместно с Минпромгеологии Республики Саха-Якутия, о том, чтобы в следующем году уже чтобы не возникали такие риски,
замещения данного угольной продукции. Ну, в этом году мы очень большой объем перенаправили на Сангарский угольный разрез. Это порядка более 80 тысяч тонн плановых объемов угольного разреза. И также в своем выступлении я сказал о том, что у нас впервые в эту навигацию будет завозиться на арктические районы, на реку Яна, именно Сангарского угольного разреза. Если у нас положительные моменты именно выработки и сжигания данного угля, у нас будет уже альтернатива, именно рассматривать будем Сангарский угольный разрез в следующем году. Давайте вернемся также и к навигации. Скажите, какие районы держатся на особом контроле? Ну, у нас держатся в основном северные арктические районы. Это у нас на реке Индигирка, Колыма, Яна. Ну и вопросы от первого тура у нас касались Вилюйскую группу районов в основном. В первый тур навигации у нас навигация длилась более 10 дней. И за этот период у нас отработали более 50 судов на данной реке. И еще раз напомню о том, что благодаря нашим перевозчикам, заказчикам, эта работа выполнена на 100%. Я благодарю вас, Никита Александрович, за актуальную и содержательную беседу. Будем надеяться, что кампания по завозу грузов завершится в назначенные сроки и больше не будет никаких трудностей с перевозкой товаров или тех или иных тонн грузов. Спасибо вам. Спасибо. Я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Берегите себя. До встречи.